Добрый вечер. В студии Руфина Мукминова. Время реальной экономики. И сегодня мы говорим об энергетике, одной из базовых отраслей экономики нашей страны. Так получается, что вспоминаем мы о работниках энергетической отрасли только когда наступают холода. Но на самом деле энергетики трудятся во благо нашего с вами комфорта круглый год 24/7. А что же они делают летом, спросите вы? Ведь отопительный сезон еще не начался. Так вот, как раз-таки лето для работников энергетической отрасли – жаркая пора в прямом и переносном смысле этого слова. Именно летом на всех объектах энергетики проходит подготовка к отопительному сезону, проводится модернизация производств. Именно об этом сегодня мы подробно расскажем в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Эволюция объектов электроэнергетики, какие программы модернизации приняты в России и как они работают на практике в специальном репортаже наших корреспондентов. Не прекращать движение. Как ТКК-16 за 11 лет сумела стать одной из передовых энергетических компаний России. Что для этого было сделано, все расскажем и покажем. Зеленая энергетика. Как энергетические компании Татарстана снижают нагрузку на окружающую среду. Для российской электроэнергетики актуальна проблема устаревшего генерирующего оборудования, построенного еще в советское время. Дело в том, что в связи с низкими ценами на электроэнергию и мощность, генерирующим компаниям просто невыгодно обновлять или строить новое оборудование, что требует высоких капитальных затрат. Для решения данной проблемы в 2010 году в России была запущена первая программа договоров о предоставлении мощности, или ДПМ. Целью данной инициативы было стимулирование инвестиций в модернизацию оборудования для снижения издержек и повышения эффективности, а также строительства новых, более современных генерирующих мощностей. Согласно ДПМ, введенные в рамках программы «Новые мощности» оплачиваются по повышенным тарифам в течение 10 лет для ТЭЦ и 20 для ГЭС, обеспечивая гарантированную окупаемость инвестиций и эксплуатационных расходов. На данный момент программа ДПМ завершена. Основной упор делался на обновление тепловых электростанций, которые занимают львиную долю генерирующих мощностей в российской электроэнергетике. За 2010-2020 годы по программе ДПМ в эксплуатацию введено 136 энергоблоков с суммарной мощностью 30 гигаватт. Данная программа оказала позитивное влияние на состояние российской электроэнергетики, но не решила полностью все поставленные перед ней задачи. Проблема устаревшего оборудования осталась актуальной, так как вместо замены старого оборудования строились новые объекты генерации. Тогда в Минэнерго России было принято решение в ближайшее время либо обновить, либо вывести из эксплуатации более половины генерирующих мощностей. Поэтому, учитывая все ошибки первой программы договоров о предоставлении мощности, в начале 2019 года правительство России одобрило новую программу по отбору проектов для модернизации – ДПМ-2. В чем отличие новой программы? Главной задачей являлась замена старого оборудования, а не строительство новых объектов. Поэтому при отборе проектов приоритет отдавался старому оборудованию и имелись ограничения на изменение установленной мощности. Программа строилась по принципу конкурентного отбора, поэтому ее еще называют КОММОД. Отбор проектов осуществлялся по следующей схеме. 85% по результатам конкурсного отбора на основе минимальных затрат на производство электроэнергии, а остальные 15% по решению правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Следующим критерием отбора являлась востребованность нового объекта генерации, чтобы не возникало простоя мощности из-за низкого спроса. При этом новое оборудование должно было проработать не менее 15 лет. На данный период заключается договор с увеличенной платой за новую мощность. По первой программе этот срок составлял 10 лет. Нормативная доходность инвестиций была установлена на уровне 14%. Еще одним требованием являлась локализация оборудования на уровне не менее 90%, что должно было способствовать развитию отечественной промышленности. О том, как реализуются эти программы в Татарстане, расскажем прямо сейчас в материале наших корреспондентов. В энергетике вопрос модернизации один из ключевых, однако далеко не каждая, даже успешная и крупная компания способна его решить самостоятельно в текущих реалиях.
Главная проблема в деньгах, вернее в их отсутствии. Все-таки затраты солидные, и здесь набор инструментов ограничен. Либо уповать на кредиты, а это всегда в определенной степени риск, либо посмотреть, что предлагает государство, какие механизмы поддержки. Они есть и довольно эффективны. Один из них называется ДПМ. Если кто не знает, расшифровывается как договор о предоставлении мощности. Как действует программа на основе ДПМ и почему был придуман такой механизм? Суть вот в чем. Тарифы на электроэнергию в России такие низкие, что не окупают инвестиции в строительство новых объектов. Поэтому был придуман инструмент ДПМ. Работает он так. Инвестор обязуется в указанные сроки ввести в строй определенный объем генерации, построить новую станцию или модернизировать старую. Взамен он получает гарантию возврата инвестированных средств через повышенную стоимость продаваемой мощности в течение 10 лет. Невыполнение взятых на себя обязательств предусматривает жесткие санкции. Надо признать, что программа ДПМ была оптимальным способом и увеличить объем производимой электроэнергии и обновить оборудование. Логичным ее продолжением стала программа ДПМ-2 или КАМОД. А вот вторая часть уже программы КАМОД, она была больше направлена на модернизацию тепловых мощностей. С 2013 года действует также программа ДПМ-ВИО, которая нацелена на генерирующие объекты, использующие возобновляемые источники энергии, солнечные электростанции, ветроэлектростанции и малые ГЭС. В рамках данной программы в период с 2014 по 2024 годы планируется ввести в эксплуатацию 228 объектов с суммарной мощностью 5,5 гигаватт. ДПМ-ВИО-2, она начинает действовать, эта программа будет с 25 по 35 годы, и по этой программе предполагается за 10 лет строительство порядка 10 гигаватт электростанций еще на базе ВИО. Но, в принципе, все экспертные мнения и оценки сейчас сводятся к тому, что ВИО выходит уже потихонечку на конкурентоспособные рынки, и она, в принципе, становится самостоятельным игроком и... Так же, как и во многих мировых процессах, она уже может, в принципе, и без существенной государственной поддержки функционировать. Грубо говоря, этим проектам просто нужно дать доступ в сеть. В период действия программы ДПМ суммарная установленная мощность электростанции ЕС России увеличилась на 16,29%. Первый отбор проектов по КАМОД на 2022-2024 годы состоялся в апреле 2019 года, где были выбраны 30 проектов с суммарной установленной мощностью 8,6 гигаватт. Всего планируется модернизировать около 17% общей установленной мощности. В итоге предполагается, что программа КАМОД будет осуществляться до 2031-2032 года. Энергокомпания ТГК-16 для участия в отборе подавала заявки на паровые турбины Нижнекамской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3. У нас 6 программ ДПМовских сейчас. Эта программы будут полностью компенсированы за счет договоров поставки мощности. Это очень надежные выражения. Помимо этой работы, энергетическая компания ТГК-16, входящая в группу ТАИФ, проводит собственную программу по модернизации своих станций. На этом пути были свои сложности и трудности, но он себя полностью оправдал. Эффект получили не только предприятия группы компаний ТАИФ в виде повышения своей конкурентоспособности, но и жители Казани и Нижнекамска, которые теперь получают тепло и электроэнергию по оптимальным тарифам. Еще один эффект – повышение надежности схемы энергоснабжения целых районов Татарстана. В энергетике это, пожалуй, ключевой показатель. И очень важно, что эти системные решения ТАИФа реализованы в тесном содружестве с другими участниками – государством, правительством, региональными властями, сетевой компанией, системным оператором. Вот эти как раз практики работы вместе, когда решается проблема надежного энергоснабжения не то, что, допустим, предприятий Татнефти или группы ТАИФ, а решаются проблемы надежного энергоснабжения целых энергорайонов – Казанский, Нижнекамский. За больше чем 10 лет кропотливой работы ТАИФу и ТГК-16 удалось не только модернизировать станции, которые в свое время были выкуплены у Татэнерго, но и приступить к строительству новых с нуля для нужд собственных предприятий. ПГУ ТЭЦ в Нижнекамске мощностью 495 мегаватт и ПГУ-250 в Казани. Последние возводятся ударными темпами на площадке недалеко от Казань-Оргсинтеза. В свете последних тенденций развития энергетики в России выход именно предприятий со своей генерацией. Экономический эффект очень большой.
Модернизация производственных объектов энергосистемы и ввод новых мощностей имеет первостепенное значение для энергетической отрасли Республики Татарстан. Поэтому энергообъекты нашей республики активно участвуют во всероссийских программах модернизации мощностей. Для надежного снабжения всех потребителей электрической и тепловой энергии, а также повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития энергетики, за последние годы в Татарстане модернизировано 4 крупных энергетических станции. На одной из них, на Казанской ТЭЦ-3, компании ТКК-16, в 2017 году был введен в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 405,6 мегаватт. Высокотехнологичная газовая турбина стала одной из опорных точек на пути формирования Казанского энергокольца. Благодаря ее работе решен вопрос дефицита электроэнергии в городе. Промышленные предприятия, жилые дома и социальные объекты обеспечены электрической и тепловой энергией в полной мере. Кроме того, компания ТКК-16 осуществляет модернизацию существующих установок станций. Обо всем подробнее прямо сейчас. Казань и Нижнекамск – 2 промышленных центра Татарстана. Именно здесь сосредоточены крупнейшие нефтехимические и нефтеперерабатывающие производства республики. В 90-х годах эти промышленные гиганты чувствовали дефицит электроэнергии. Чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, необходимо было создать надежную энергетическую базу, которой стала компания ТКК-16. 2 крупнейшие станции – Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1, которые вошли в ее состав, смогли в полной мере обеспечить энергией предприятия и жителей. Генерирующие мощности были серьезно модернизированы, что повысило качество их работы и объемы выработки тепловой и электрической энергии. Одним из ключевых этапов программы по модернизации станций стала установка на Казанской ТЭЦ-3 самого мощного и эффективного в России газотурбинного энергоблока производства General Electric. Это дало возможность удвоить установленную электрическую мощность. Без преувеличения это стало важнейшим событием не только для компании ТКК-16, но и для всей татарстанской электроэнергетики. Мощность данной установки составляет по результатам испытаний 405,6 мегаватт. Общая установленная мощность станции после внедрения газотурбинной установки General Electric составила 789,6 мегаватт. Теплофикационная мощность станции установленная составляет 2390 гигакалорий. Выработка Казанской ТЭЦ-3 увеличилась почти в 3 раза. На Нижнекамской ТЭЦ-1 также были значительно модернизированы производственные мощности. В 2018 году был реконструирован химический цех номер 1. В частности, были установлены 2 новых высокоскоростных осветлителя и 3 цепочки ионообменных фильтров. Это позволило нарастить выработку химобессоленной воды, что в свою очередь повысило надежность работы водоподготовительной установки. Первым этапом было введено 3 цепочки противоточных для выработки химобессольной воды. Ну и для восполнения нужд этих фильтров было установлено 2 ВСО, высокоскоростных уникальных осветлителя. Ну, на сегодняшний день у нас после ввода в эксплуатацию этого нового оборудования у нас на 400 тонн увеличилась выработка химобессольной воды. И на 200 тонн увеличилось осветление воды. В 2019 году на Нижнекамской ТЭЦ-1 было выполнено техническое перевооружение химического цеха номер 2 с использованием технологий обратного осмоса. Производительность цеха при этом увеличилась на 200 тонн в час. Кроме того, Нижнекамская ТЭЦ-1 заключила договор со своим основным потребителем пара и горячей воды ПАО «Нижнекамскнефтехим». И теперь происходит максимальный возврат использованного конденсата, а значит, значительно снижается расход химических реагентов на водоподготовку и рациональнее используются водные ресурсы. Модернизация была осуществлена по схеме комбинированных технологий. Это мембраны на ультрафильтрационной установке, мембраны на обратном осмосе и финишная доочистка с помощью ионообменных смол. Химическая бессоленая вода, она предназначена для выработки пара, который идет на производство Нижнекамскнефтехима, и в последующем, да, она возвращается с Нижнекамскнефтехима в качестве конденсата. Также ТКК-16 активно участвует в государственной программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, так называемом КАМОД.
Компания успешно прошла конкурентный отбор мощности на 2025, 2026 и на 2027 годы. Благодаря этой модернизации ТКК-16 обновит 517 мегаватт мощности на 2 своих ТЭЦ. Руководство компании продолжает инвестировать в модернизацию энергомощности, понимая, что экономический эффект как для компании, так и для потребителей не заставит себя ждать. За 10 лет успешной работы на ТКК-16 наблюдается рост всех показателей. Это и энергоэффективность, и объемы выработки энергии тепла, и топливная экономичность. Такой комплексный подход к решению технологических задач, который в своей деятельности применяет АО ТКК-16, ключ к успеху энергетического комплекса Татарстана. Наряду с модернизацией объектов генерации современный мир движется к экологичности. Это и программа по сокращению парниковых газов, отказ от угля на станциях, развитие новых, более экологичных источников энергии. Говоря о последней, в зеленую энергетику инвестируют сегодня все передовые экономики мира, от США до Китая. В России тоже обсуждается вопрос увеличения объемов строительства зеленой генерации. С 2014 по 2024 годы действует программа поддержки строительства возобновляемых источников энергии, в том числе ветряных, солнечных и малых гидроэлектростанций. Этой программой гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет. Таким образом, инвестиции в зеленую генерацию на период до 2035 года должны составить 350 миллиардов рублей. На этот срок планируется введение порядка 6,7 гигаватт мощностей. В Республике Татарстан одним из приоритетных направлений является развитие безуглеродной энергетики, в частности, развитие ветроэнергетики. Создание парков ветрогенераторов предусмотрено Республиканской стратегией развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на период до 2030 года. Кроме того, свой интерес к созданию зеленой генерации на территории нашей республики проявили крупнейшие игроки российского рынка – Роснано, Росатом, НЛ Россия. Подробности в материале наших корреспондентов прямо сейчас. ВИА не уверен на 100%, но не исключено, что лет через 20-30 эта аббревиатура станет такой же привычной, как ТЭЦ, ГЭС, ГТУ или ПГУ, дополнительно расшифровывать которые сейчас уже не требуется. Пока, особенно для неспециалистов, разъяснений все же понадобится. ВИА – это возобновляемые источники энергии, та самая зеленая энергетика. Почему мы говорим о рубеже 20-30 лет? Цифра также взята не с потолка. Уже заявлено чуть ли не на официальном уровне, что к 2050 году Евросоюз должен стать нейтральным регионом по углесодержащим выбросам. То есть без них будет производиться столько же энергии, сколько с ними. Это только на первый взгляд выглядит как невероятный прорыв. Европа давно движется по этому зеленому пути поступательно и целенаправленно. Так, в 2020 году, второй год кряду, ветер и солнце в ЕС обошли по выработке уголь. Во многом это было связано с пандемией коронавируса и спадом производства, который наблюдался во всех секторах экономики. И тем не менее общий тренд ясен. Для понимания, в 2010 году в Дании на так называемую зеленую энергетику, солнце и ветер, приходилось 20% выработки. В прошлом году этот показатель составил 62%. Эта скандинавская страна – один из европейских лидеров по теме продвижения пока еще альтернативной энергетики. Однако так или иначе, пусть с разной скоростью, все страны ЕС движутся по этому пути. Некоторые уже заявили о запрете продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и обозначили сроки. Норвегия с 2025 года, Нидерланды с 2030 года, Франция и Великобритания с 2040 года. Некоторые страны объявили о том, что откажутся от машин с двигателем внутреннего сгорания в ближайшие десятилетия, что, на мой взгляд, достаточно сложно сделать. Но, тем не менее, это все, скажем так, объявление каких-то целей, которые пока что в виде заявленных целей и приоритетов. В настоящее время идет работа по разработке конкретных законов, директив европейских, нормативных актов, которые будут применяться. В том числе, о чем вы сказали, это речь идет о введении трансграничного углеродного налога. Конечно, есть в этом подходе элемент политики. Европа, в отличие от той же России, не обладает такими запасами традиционных энергоносителей, теми же углеводородами, особенно нефтью и газом. И тем не менее идти в этом вопросе на конфронтацию – неумное решение. Нужно искать компромиссы с теми же европейскими партнерами, считает Александр Новак и другие эксперты. Не все так уж у нас и печально.
Одно из наших преимуществ – большая площадь лесов, поглощающих СО2. Нужно вести об этом переговоры с ЕС, чтобы скорректировать показатели углеродного следа. Говоря о перспективах энергоперехода, Новак отметил, что в России уже сейчас самый диверсифицированный и достаточно экологически чистый энергобаланс. К тому же полностью отказываться от использования традиционных ресурсов не получится даже в Европе. Те самые ВИО, то есть возобновляемые источники энергии, пока наше слабое звено в энергетике. Менее 1%, не считая большой гидроэнергетики в общем балансе. Задача – планомерно совершенствуя механизмы поддержки к 2035 году в соответствии с проектом энергетической стратегии России довести рост производства электроэнергии на основе ВИА более чем в 20 раз. Уже сейчас использование ВИА абсолютно экономически оправдано в отдаленных, изолированных районах, куда, например, дизельное топливо или мазут для электростанций завозить крайне дорого. В принципе, это работает. Единственное, что пока это сильно дорого, за это платят потребители. И это дополнительная нагрузка на потребителя. Это первое. Второе, там все равно требуется резервирование мощностей в тех регионах, где строятся возобновляемые источники энергии. А резервным топливом наиболее эффективно, Уголь-Нефтьгаз, да? Сергей, наиболее эффективно использовать новые возобновляемые источники энергии это в изолированных районах, где нет единой энергетической сети, а где на сегодняшний день выработка электроэнергии идет за счет завозного дизеля либо мазута. И там можно ставить, соответственно, снижая себестоимость для потребителя, делая комбинированную выработку электроэнергии, например, на дизель-ветряных станциях или дизель-солнечных электростанциях. Это сегодня делается на Дальнем Востоке, в Саха-Якутии. В удаленных районах Башкирии. Да. По мнению ряда экспертов, достаточно продолжительное время в мире и в России будут существовать два энергетических уклада. Это традиционный углеводородный, где главенствовать будут нефть и газ, и другой уклад, где определяющими будут водород и электроэнергия из возобновляемых источников. И все же постепенно роль и значение углеводородов будет снижаться. Для России с ее запасами нефти и газа и нынешней структурой экономики это в определенной степени вызов. Основная проблема – радикальное снижение глобального потребления углеводородов приведет к сокращению объемов производства в секторе, в котором занято огромное количество рабочих рук. Помимо этого есть целая сеть смежных производств. Какой же может быть выход? Одна из альтернатив развития ТЭК в направлении водородных технологий за счет имеющейся пока экспортной выручки. В конце 2020 года была утверждена программа по развитию водородной энергетики, предусматривающей, помимо всего прочего, разработку железнодорожного транспорта на водороде, газовых турбин на метановодородном топливе, создание опытных полигонов низкоуглеродного производства водорода. В мире 70 миллионов тонн водорода производится, и он потребляется только лишь в промышленности. А перспектива вся связана с тем, чтобы водород использовался в других отраслях. В энергетике, в транспорте, в качестве источника хранения энергии. И вот сейчас все над этим работают. В силу своей углеродной нейтральности водород призван заменить уголь и нефтепродукты. В мире имеется спрос как на зеленый водород, полученный благодаря ВИА, так и на низкоуглеродный водород, полученный на основе ископаемого топлива. Вопрос стоимости. Так называемый зеленый водород, конечно, в разы дороже. Однако ему, скажем так, больше благоволят. Низкоуглеродный водород также имеет свои перспективы. У нас есть, скажем так, не зеленая энергетика, а биоэнергетика. К сожалению, пока, если зеленая энергетика датируется государством уже и готова датироваться за счет сертификатов зеленых, то пока био нет. Ну, био, это, наверное, понятно, да? То есть это водород, который вырабатывается не за счет солнечной и ветрогенерации, а получается из природного газа. То есть в любом случае это намного более экологичные продукты. То есть это снижается углеродный выброс в атмосферу достаточно сильно. Что касается зеленой энергетики в России, то эта тема также интересная и перспективная. С 2009 года в нашей стране действует поддержка возобновляемых источников энергии. Правила прописаны в утвержденном правительственном документе. Изначально меры поддержки были рассчитаны на период до 2020 года, но их продлили сначала до 2024 года, а затем и до 2035 года. Для Татарстана это направление знакомо, его развивают не первый год. Наиболее перспективный по природному потенциалу и по возможным объемам внедрения это на данный момент все-таки ветроэнергетика, которая позволяет организовать генерацию в
сотни мегаватт. В принципе, технически можно и до 2 гигаватт организовать генерацию в Татарстане. Солнечная генерация для Татарстана тоже интересна. В принципе, инсоляция в Казани, она выше, чем в Берлине, например, да? А в Берлине, как бы, вы знаете, это широко развито. Малые гидроэлектростанции для юго-востока республики, они тоже интересны. Как бы сейчас крупные энергетические, не энергетические, а производственные компании на это тоже смотрят. Мы провели по заказу Министерства промышленности и торговли Татарстана замер ветропотенциала, ветроэнергетического потенциала именно в некоторых регионах Татарстана. И уже определили основные точки, где можно будет строить вот такие ветроэнергетические установки. Это Верхнеуслонский район, это Камское устье. Вот 2 района, в которых в основном проводились такие замеры. И все это дело, конечно, производится на берегу. Мир изменился, и вечно продавать газ, нефть, уголь уже не получится. Энергопереход уже наступает. Сроки его могут сдвигаться, но тенденции уже не переломить. Она зеленого цвета. Это не только модно, но все более выгодно и с точки зрения экономики, и с точки зрения экологии. Это все, что мы хотели вам рассказать. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Новый век». Всего вам доброго и до свидания.